Бишкекчанка Сайрагуль Есеналиева сегодня вышла на митинг к зданию Министерства здравоохранения, так как из-за коронавируса и халатности чиновников лишилась супруга. Женщина рассказала о том ужасе, который пришлось пережить ее близким и сотням таких же семей по всему Кыргызстану. Сегодня вышли на митинг те люди, которые в прошлом году потеряли своих родных и близких во время пандемии. Наше основное требование, чтобы ответственные лица во время вспышки коронавирусной инфекции понесли наказание за халатность. Вопросов очень много. Для такого маленького населения, как Кыргызстан, 6 тысяч смертей – это слишком много. Требуем, чтобы следственные органы и новоизбранный президент уделили особое внимание этому вопросу. Рысхан Зулпукарова отметила, что главные специалисты Минздрава убежали во время вспышки инфекции. Также она требует люстрацию, чтобы медики, которые были ответственны во время пандемии, отныне были внесены в черный список и в дальнейшем не могли иметь доступ к медицине. Такие, как они, мы считаем, не должны работать в Минздраве и в системе здравоохранения. В лицах Каратаева, Соромбаева, те, кто задержали третий протокол. Если бы не задержали третий протокол, многие могли бы выжить. Не было бы столько смертей, не было бы такого беспорядка. То, что они не смогли создать условия за весь период, который мы сидели на карантине, людям, народу не смогли создать условия для лечения. Хотя уже весь мир выходил уже из пика эпидемии. Митинги против медиков – это спецзаказ, и ни к чему хорошему это не приведет, заявил профессор, главный внештатный пульмонолог Минздрава Талантбек Соромбаев. Он заявил, что специалисты, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, не согласны с заключением комиссии по расследованию качества подготовки страны к пандемии. Ни с одним пунктом мы не согласны, потому что это все неправда. Это говорит о том, что, к сожалению, члены комиссии, ответственные за этот раздел, они или сами не понимают, о чем они говорят. И, конечно, возникают большие сомнения в компетентности и в целях вот этой группы, которая делала вот это заключение по лечебной работе по коронавирусной инфекции. Главный внештатный реаниматолог Минздрава Гульджан Джузубалиева отметила, что не согласна с выводами Межведомственной комиссии по повышению эффективности государственных и местных органов в противодействии с COVID-19 о том, что главные медицинские специалисты не участвовали в лечении пациентов, а также медики не были обучены. При этом она подчеркнула, что заведующие реанимационными отделениями обучали медиков онлайн и офлайн, поэтому обвинения в их адрес необоснованные. Было прозвучено уважаемым Саматом Асаналиевым, что не проводилось обучение. Этим я не согласна, потому что обучение проводился лично. Есть у нас 2 кафедры анестезиологии и реанимации, где возглавляет кандидат медицинских наук Молдаташева Айке Кинджеевна. Как началась пандемия, Айке Кинджеевна постоянно обучала онлайн, потому что нельзя было, запрещено было офлайн. Онлайном она каждый день объясняла и говорила. Напомним, следственными органами ведется расследование 14 уголовных дел в рамках борьбы с COVID-19 в Кыргызстане. Подозреваемыми проходят ряд высокопоставленных чиновников. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.